большинство. Не боги горшки обжигают. На моем пути я вот сколько знаю, из тех студентов, кто был у нас, самый такой, смелый и дерзкий в науке, они достигали больших высот. Чем полезны данные конференции? Вы, наверное, врачи все разного профиля. Это прекрасно, потому что сам алгоритм работы в науке, сам методика поиска решения, они везде одни и те же, в общем-то. Поэтому обмен мнениями будет расширять ваш кругозор, будет вам дополнительно другу советы давать. Это большое дело. Я желаю вам, чтобы действительно, как я себе представляю, чтобы это разрослось до большой конференции. А что нам мешает? Желание есть, люди есть. Ему два штуки хушкана год. Уфандак, что псавы, габнун вот. Счастливого пути вам, дорогие мои, счастливого пути. Удачи. Спасибо. Спасибо. Мы вам не будем, тут технологии, физкультурники, не будем вам сильно мешать. Я хочу предоставить слово профессору нефти и газа. Гушкина же, да? Да. Алану Михайловичу Реватову, профессор, доктор наук. Он председатель комитета по науке и образованию. Но я тоже хочу присоединиться к словам старших наших, поздравить вас с удачным началом. Пусть это будет у вас первая, но не последняя конференция. Чем больше вы будете выступать, апробироваться, тем лучше, тем потом вам будет легче защищаться и кандидатскую, и докторскую. Поэтому почаще выступайте везде, где можно, везде, где есть возможность. Выступайте, пишите тезисы докладов, статьи. Чем больше оттачиваете мастерство, тем вам больше это понадобится. Ну, я надеюсь, что с вашей легкой вот сегодняшней конференцией, это станет традиционная конференция, благодаря общине, вот так скажем, так оно будет вернее, московской, остинской. И сегодня не так много выступающих, но я надеюсь, на следующий уже будет 15-20, а там еще больше. Удачи вам в вашем творчестве, в научных ваших изысканиях. Спасибо. Еще небольшую ремарку я хочу. Проект он новый. Проект Московского Остинского общества называется «Наука и жизнь». Сегодняшняя тема конференции по медицине, здравоохранению сегодня, вчера, завтра. Да? Вчера, сегодня, завтра. То есть наука и жизнь — это объемлющее такое название, куда будут здесь не только медицинские конференции должны быть, то есть и по экономике, юриспруденции, филологии, там, по спорту, это технические науки, все. То есть это всеобъемлющее такое название «Наука и жизнь». Она должна охватить все сферы нашей деятельности. И по здравоохранению вот, тема будет называться вот так. По техническим вы уже когда обсуждаете, принимаете решения. Все наши студенты, которые, особенно молодежный комитет, пока вот никого, вот, тоже должны активно принимать участие в этой конференции. И уже лучшие доклады будем отбирать на итоговую конференцию. Вот Алан Михайлович идею тогда озвучивал на заседании совета. И уже лучшие доклады будут презентоваться уже на итоговой конференции по всем направлениям. Медицина, спорт, туризм, технические науки, филология и так далее. Так что есть стимул развиваться. Спасибо вам большое за внимание, за то, что сегодня пожелали нам доброго пути. Вам успехов. Удачи. 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 Мы сейчас начнем официальную часть нашей конференции. Я хочу предоставить слово кандидату медицинских наук, известному нейрохирургу Российской Федерации Андрею Александровичу Реву. Друзья, на самом деле был абсолютно не готов. Да? Мы с вами встречались буквально недавно, прошло 2 недели. И вы большие молодцы, что вы успели подготовиться. И для Алана, для меня был сюрприз, потому что все, ребята все подтвердили. Я уверен, что конференция пройдет на ура. Понятно, что это такой вот ваш, во всяком случае, наш совместный первый опыт.
Но повторю слова нашей старшей, это такой вот первый ваш шаг в такую большую взрослую жизнь. Мы ждем ваших докладов, так что давайте. Я хочу представить вам здесь наш президиум. Вы сидите. Хочу предоставить слово Зауру Николаеву. Это заведующее отделением, я точно не знаю, больница Московской области. Центр восстановительной медицины МИР. Заур Николаев активный участник по борьбе с COVID-19. Административный герой. Также хочу предоставить слово кандидату медицинских наук Алану Григорьевичу Шапаеву, врач, офтальмолог, невролог. На самом деле, нам очень важно, что молодежь стремится к новым знаниям, участвует в конференции, проявляет активность, потому что, проявляя здесь активность, вы будете на других площадках тоже проявлять активность, и это даст вам толчок в вашем развитии и в дальнейшем успехе вашей карьеры и вашего большого будущего. Так что всех рады видеть. И еще одно слово хочу предоставить члену комитета по молодежи, студентов Дмитрию Рейсиху, известному общественному деятелю. Да, так уж вышло. Я вот пришел настроить. Спасибо большое за... Ребят, и комитет здравоохранения у нас вообще недостаточно активный. И вы видите, что такие случаи, которые у вас есть по праву рождения, по праву вашего происхождения, они не всегда предоставляются молодежи. Здесь с вами рядом заслуженные врачи, ваши коллеги, которые могут вас направить, поддержать, подсказать. И это ключевое. Вот теперь от вашей активности, от вашей вовлеченности и заинтересованности зависит непосредственно скорость вашего развития образования. То, что медицина по-прежнему актуальна, она будет актуальна еще много лет, а здоровье является жизнеобразующим фактором для нашего общества, это факт. Вот смотрите, у вас здесь замечательные врачи, которые уже доказали, прошли много ступеней, но, наверное, у них не было таких вот наставников, которые вот как сейчас собрались и готовы вас выслушивать, поддерживать и идти с вами в ногу. Поэтому спасибо, пользуйтесь этой возможностью, обращайтесь в общину, которая вам создает эти условия. Ну и сами стремитесь, развивайтесь, добивайтесь успехов вам. Вот единственное, что могу сказать, не являясь ни врачом, и только вышедший из больницы, я понял, здоровье. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Я тогда попрошу модератора конференции Алана, как вы ответственно общались с студентами, вы знаете тему и последовательность дальше. Я тогда вот предоставлю вам поближе. И огласить еще небольшие правила, чтобы мы все знали, понимали, особенно это касаемо людей, которые курируют землячество в ваших вузах, да, где вы занимаетесь. Мы вот